Испытано на себе. Друзья, это проект «Испытано на себе», и сегодня мы с вами поучаствуем, станем свидетелями нашего небольшого путешествия коллективом телеканала НВК Саха Якутия-24 в Алекминск, где мы будем встречать весну. Весна на НВК, проект, в котором будут сниматься различные сюжеты, будут выходы в прямой эфир. В общем, будет достаточно интересно. Ну и сейчас мы уже добрались до села Синск, где машины наши заправляются. Крайнее кафе у нас было в селе Улаханан. И сейчас мы уже, грубо говоря, постоянно идем по реке Лена, по Зимнику. Вот, ну, впереди еще много километров пути. Я думаю, к вечеру мы будем в месте назначения. Мы выехали из Якутска около 9 утра. Был ясный весенний день. Такая погода обманчива и способствует появлению гололедиц на дорогах. Мы по пути заметили машину, которая съехала с дороги, но виной было стрельнувшее переднее левое колесо. Хорошо, что машина съехала в пухлый сугроб и обошлось только ушибами и оторванной защитой днища. Наши парни, как всегда, помогают, приходят на помощь застрявшим в дороге. Вот, вытащили. Следующие километры пути прошли спокойно. Наледей на Зимнике не было, и мы уже вечером приехали в Алекминск. Итого дорога у нас заняла около 13 часов. Алекминский район! Испытано на себе. Да, все пишет. С самого утра мы начали съемку в молочном цехе компании «Кладовая Алекмы». Если быть точнее, то готовили выпуск про знаменитый алекминский сыр. Сейчас мы находимся в городе Алекминск. Ну и, конечно же, выпал мне очень хороший шанс испытать на себе работу технолога по производству сыра. Если вдруг вы не видели этот выпуск передачи «Испытано на себе», то обязательно посмотрите его на YouTube-канале Якутия-24. В течение съемок я узнал, что химик-лаборант из меня никакой. Так, нажимаю. Нажимайте. И вот так крутите. вот это кручу. Вот это крутите. Ага. Так. Она Сколько? должна вот ровно стандартный свет. Все, подождите. Стоп. Перелил? Перетитровали. Ага. Натуральное молоко для сыра пастеризуется при более низкой температуре. Во время заготовки сыра важен каждый градус температуры и практически каждая секунда технологического процесса. Пока сыр созревает в течение 45 дней, за ним ухаживают как за ребенком. Ежедневно наносится защитный слой пищевой краски, и каждый сыр переворачивается. Это защищает его от внешнего воздействия. В Якутск сыр поступит с открытием навигации, а первые партии сыра этого сезона вначале появятся на прилавках Алекминского района. Надо отметить, что процесс изготовления сыра достаточно длительный. От начала производства до готового продукта уходит чуть более 45 дней. Тем не менее, нам удалось показать процесс, уделив съемкам первую половину дня. Ну а после обеда нас ждали уже в гипсовом руднике. Друзья, ну сейчас мы завершили съемку выпуска «Испытано на себе», как делается алекминский сыр. Находится цех вот за моей спиной. И что примечательное, наша гостиница, в которой мы расположились, тоже называется «Кладовая Алекмы», находится прямо в этом же дворе. Вот, очень-очень удобно и очень такая уютная гостиница. Вся сделана из бруса. Вот. Сейчас наша задача быстро подготовить материал, который уже пойдет уже завтра. Завтра в утренний эфир передачи «Утро Якутии». Кстати, сейчас мы не будем сильно шуметь. По-моему, здесь происходит съемка передачи «Просто вкусно». Наверное, уже снимает.
Сейчас заглянем. Точно. Ну, сколько я владелец? Куда? Ну, не знаю, там начнем. Только начинает? Да, здесь начинается первый выпуск передачи «Просто вкусно». Целая студия. Привет. 3 камеры, все по-взрослому. Всегда мечтал по-домашнему на работе посидеть, да? С чашечкой кофе, да? Ага. Мечты сбываются. Так, Катя, скажи привет. Привет. Ладно, не будем мешать. Сейчас, пока мы ждем по технологическому процессу, еще продолжим съемку по поводу производства алёкминского сыра. Но на Утро Якутии уже готов сюжет. Вот мы быстренько на 3 минуты сделали сюжет. И сейчас есть проблема, его надо переслать уже в Якутск. Ну, тут, кстати, познакомьтесь, вот здесь у нас есть такой вот рюкзак. Обычно через такой рюкзак выходят в прямые эфиры. Сейчас мы попробуем через него подключиться. Илья говорит, что можно... Он раздает Wi-Fi, да? Так, сейчас. А какой пароль? Так. Как называется он? TVU Pack. А, точно. Так. 725. О, ничего себе. Появился? Да. На Яндекс скину, на Яндекс. Так. Так, алёкминский сыр. Поехали. Серьезно? Это что, такая скорость, что ли? Передача идет 2,4 мегабита. Ну, неплохо так-то. То есть в нем, что интересно, в этом рюкзаке есть несколько симок, да? Там несколько сим-карт. И с помощью этого сигнал проходит не через одного оператора, а через несколько. И то есть многопоточный идет сигнал. Соответственно, гораздо увеличивается сама пропускная способность. Это позволяет вести прямой эфир в хорошем HD качестве, соответственно, из любой точки, где есть прием сигнала. Выглядит он вот так. Да, и как говорят ребята, тут очень мощные батареи стоят. Если, например, даже зимой, например, под куртку на спину одеть, да, очень сильно нагревается. Те, кто знает этот момент, одевают его спереди. То есть можно куртку приоткрыть, чтобы было не так жарко. Тут все провода. Такой уже мощный. Видно, что очень часто пользуется, да? Это вот у нас как это называется? Особенности нашего климата складываются. То есть даже пленка трескается. А так в целом, как видите, сигнал идет. И, например, режиссер находится рядом с оператором, да, и может видеть то, что идет в эфир на этом экранчике сзади. Ну, со спины, если. Так, пока мы говорили, уже практически загрузился сюжет. Скорость 2,2, стабильно. Отлично, вообще здорово. Все, друзья, все готово. Буквально несколько минут. Мы сейчас до обеда провели съемки сыра, про сыр, как изготавливается сыр. Это прямо вот в этом здании рядом. Здесь, как я уже говорил, проходили съемки просто вкусно. Обратите внимание, вот такое вот жаркое. Вообще, всегда вся съемочная команда ждет, когда закончатся съемки кулинарной передачи, чтобы отпробовать, испробовать. И в этот раз это у нас жаркое из изюбра. И алёкминский соленый таймень. Его нужно обязательно попробовать, даже вот так руками. Испытан на себе. У нас сыр, который мы смотрели, но его нельзя было кушать, его еще созревать 45 дней. Сейчас поедем в рудник гипсовый,
А Петр Цепанин очень правильно выбрал передачу. Очень вкусно. И когда всегда можно покушать. Обед закончился. Сейчас у нас, напоминаю, первый день в Алекминске, вторая половина дня. И у нас по графику, у меня по графику, мы с Ильей должны отснять рудник гипсовый. Вот, мы сейчас туда направляемся. Но надо сказать, что до сих пор послевкусие малосольного тайменя у меня на языке. И я думаю, что очень важно, нужно будет очень посмотреть выпуск передачи «Просто вкусно». Я думаю, будет очень интересно, который сняли здесь. Если я не ошибаюсь, то 3 передачи сразу было отснято сегодня. Сейчас будет еще сниматься 3-я. Вот. Ну а мы, в свою очередь, проезжаем полностью практически весь Алекминск и выезжаем на место гипсового рудника. Я особо много не знаю, знакомство будет прямо вот так вот с колес. Но находится рудник, это такая в виде шахты. Шахта, которая горизонтальная и уходит глубоко в гору. Сопки. Снег кидает. Алло? Ага, вот мы на основной парковке. Ага, все. Испытано на себе. Это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Мы рады приветствовать вас, друзья. Смотрите, в чем я сейчас в такой шикарной спецодежде, в каске с фонарем. Это значит, что сегодня у нас речь пойдет о руднике. Мы находимся в городе Алекминск. Здесь, если я не ошибаюсь, единственный в республике, гипсовый рудник. И рядом со мной находится Дмитрий Тимофеевич, это главный инженер рудника. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в целом, вообще, действительно ли это единственный рудник по республике? Да, все верно. В республике Саха-Якутия это единственный рудник по добыче гипсового камня. Тут я также узнал много интересного. Например, что гипсовые рудники, шахты, достаточно безопасны по сравнению с добычей других полезных ископаемых. Тут нет взрывоопасных газов, подземных вод, опасных горных явлений, а стены рудника держатся за счет плотной породы и не требуют подпорок. Как видите, в шахте достаточно просторно и светло. Гипс добывается буровзрывным способом, то есть сначала горнопроходчики бурят 2-метровые шпуры, затем туда закладывается взрывчатка и производится подрыв породы, который затем вывозится самосвалом. Помните, я говорил, что шахта просторная? Честно, я не верил, что у меня получится пробурить 2-метровый шпур, но я смог и вроде как даже вписался в неплохое время. Этот выпуск «Испытано на себе» вы также можете посмотреть на YouTube-канале Якутия-24. Ой, мороз, не мороз, да. Слушай, когда поешь, так это вибрация такая. А сколько минут примерно уходит на один? Ну, у каждого по-своему. Каждого по-своему? Ну, Кто... норма 20, да? 30? Ну, вот этот забой 30 шпуров. Норма 30 за рабочую смену за 8 часов? 7 часов. За 7 часов. Ну, это тогда по времени серьезно выходит. Так. Она сейчас... Хорошо, пошла. Это что такое? А? Гипс попал. Давай еще. Да, пошла мать. То есть сейчас был такой момент, когда Ну да. почти, бывает, сравнение, что было до этого, как по маслу пошло. Включение бывает, вот, типа... Мягкое, да? Наоборот, твердой породы. Наоборот, и твердый? где-то вот проткнул и опять пошел по гипсу.
Да, сейчас прям ощущение было такое, что Что-то попадало. оно значит. легче пошло. Да. Здорово. Или второе дыхание. Зачищай, да. Несколько раз сюда-обратно. Еще обратно. Еще раз. Все, можно еще вынимай. Еще. Вынимай. На себя еще. Еще? Да. Все, тормози. Все, теперь снимай. Все время пугайся. Ага. И штангу вынимай. Вот видишь, пыль сколько. Выкручивай. Вот так? Нет, ты ее подними маленько, ты заламываешь, наверное. О, давай. Вот. И С ума теперь сойти. туда-сюда Еще? зачистить надо. Да, разворачивай. Вот это? Да. Просто туда-сюда? Да. Туда закручивай. А, до конца идем? Во, до конца. Все, теперь прокрути. Как? Ну, да, и вытягивай. И чтобы пыль вышла. А, все, чтобы было чисто. Сколько раз? Ну все, Всё, да? достаточно. Да? Фу. Ну что, с почином. Первый шпур готов. Осталось 29. Испытано на себе. Владимир, пожалуйста, прокомментируйте, что сейчас готовится. Мы сейчас устанавливаем камеры, ищем места. Выбрали вот место для общей камеры. Вот там, где звукорежиссер сидит. И сейчас будем проверять длину кабеля. Дотянется ли до нашего пульта, который вот за сценой стоит. То есть сегодня это такая техническая подготовка, и завтра уже будет прямой эфир концерта. Сегодня будет техническая подготовка, трак будет, и потом еще репетиция будет. Мы посмотрим, возможно, даже отснимем. И завтра уже в прямом эфире концерт будет. Да. Спасибо. Здесь идет репетиция концерта, а также идет технический трак. То есть сейчас проверяются также и камеры. Здесь у нас есть специальный пульт, мобильный ПТВС. И вот отсюда будет идти картинка на запись, на прямой эфир. Все вот так вот мобильно раскладывается. Звуковой пульт, смотровой экран, да? Запись идет сюда. И видеопульт. Не отвлекай. Воздух, свет, добавь, пожалуйста. И следи. Внимание, переключай на вторую. Вторая пошла. Нет, плохо. Камера. Слава, чуть-чуть наверх. Вот так вот. Все, дальше. Вторая камера. Хорошо. Да, третья камера, приготовься. Нет, Юра, держи всех. Да, внимание, подключай на третью. Слава, есть. Максимально есть. Имеется в виду это. Ага. Слева убери на второй камере. Все, внимание, вторая камера. Юра, поезд на одного участника. Да, вот так. Держи. Перевернемся. Фокус есть, да?
Включаю. Третий камера. Вторая камера. Юра. Ищи другие участники. Тот слева. Справа, да. Включай третью. Хорошо. Вторая камера. Юра, отъезд. Средний план. 7 участников. Чуть-чуть доехать. Юра. Ага, готовься. Третья камера. Слабо откроешь диафрагму. Слабо, чуть-чуть доехать. Вторых участников. Справа, пускаешь. А, все, понял, не успел. Не успел. Не успела. Да, вроде все. Че, как проверка? Нормально, все работает? Да, мы уже там звонили в Якутск. Сигнал стабильный. Вот отсюда я вижу, Ага. идет. Супер, супер. Все готово. И стоим на месте. Ровно встань. Все стоим. Нет города лучше, чем город родной. Гордимся и любим тебя всей душой. Расти, развивайся, цвети, хорошей. Будь домом отличным для добрых людей. Дорогие друзья, мы всем желаем вам отличного настроения. Всем большое спасибо за внимание. И не говорим вам до свидания, а говорим до новых встреч. Мама, все организовано. Закрывает, занавес закрывается. Что ушли? Так, ну что, репетиция подошла к концу. Национально-культурный центр «Гармония». Завтра он откроет свои двери для жителей города Алекминск. Ну и, конечно, отсюда будет вестись прямой эфир концерта «Весна» на НВК. Ну а с утра нас ждут прямые эфиры, поэтому сейчас возвращаемся в гостиницу и готовимся к завтрашнему дню. Ух ты ж! Сейчас у нас раннее утро, 6:13, 6:15. Сейчас должна за мной машина приехать. Первая группа уже выехала. Сегодня прямой эфир, но прямо вот буквально несколько минут назад пошел снег. Снег с ветром. Такая пурга замела. Вот, в нашей гостинице пропал свет. Не знаю, ну, может это локально, может это повсеместно. Но главное, чтобы это не затронуло сотовые вышки, через которые у нас пойдет связь. То есть мы будем выходить в прямой эфир через рюкзак. Ну, погодка не очень такая прямо хорошая. Ладно. Мы немного переиграли сюжет. У нас должен был быть выход в прямой эфир с памятника реке Лени на набережной, но пурга здесь вообще, очень сильный ветер, поэтому мы переместились в Краеведческий музей. Немножко поближе познакомились с Алекминском, и сейчас мы ждем включения в прямом эфире из Алекминска Руслана Ачирова. Руслан, доброе утро. Как вы там?
Доброе утро, Вероника, доброе утро, наши дорогие телезрители. Сейчас вся наша команда, часть команды «Утро Якутии» находится в замечательном старинном городе на берегу реки Лена, в городе Алекминске, с проектом «Весна на НВК». И сегодня мы хотели наш прямой эфир сделать с набережной около красивого памятника реке Лене, но погода внесла свои коррективы. Сейчас с утра в Алекминске поднялась пурга, летит снег, дует сильный ветер, но, тем не менее, мы находимся в не менее знаменательном месте. Это краеведческий музей города Алекминска. Для подготовки у нашей команды был только один день, четверг, и уже в пятницу весь выпуск передачи «Утро Якутии» был посвящен Алекминскому району. Это были не только прямые включения, но и подготовленные сюжеты. Команда из 18 человек работала слаженно и по плану. Даже несмотря на погодные коррективы, эфир получился интересным и насыщенным. Также помимо утреннего эфира были отсняты несколько рубрик, новостных сюжетов и передачи для проектов телеканала. В прямом эфире мы пойдем в гости к алекминской семье. Руслан, доброе утро! Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Сегодня с самого утра нас пригласили в замечательную, на завтрак пригласили в Алекминске замечательная интернациональная семья Мурсалимовых. Давайте познакомимся. Ирек, Екатерина и красавица Лейла. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы приглашаем вас на завтрак. Ой, спасибо большое. Ну, а всем нашим телезрителям, которые сейчас завтракают, мы желаем приятного аппетита и отличного, бодрого начала этого дня. Как вы можете заметить, на телевизоре в кухне включен прямой эфир «Утро Якутии». Я специально посчитал, задержка сигнала после прохождения по мобильным операторам, а затем по оборудованию телеканала составляет 17 секунд. Также вы можете видеть редактора Туяру Филиппову, который постоянно находится на связи со студией и корректирует нашу беседу по времени. Он у нас учится в 6 классе, он у нас спортсмен, активист, в общем, и тоже такой же общественник, как и мы. Здорово. Ну а как начинается утро в вашей семье? Утро начинается у нас с подъема, сбора в школу, в садик, приготовления завтрака и потом на работу. Папа расскажет у нас про выходные. Про выходные, ну вот когда у нас обычно дома дети, то обычно я с утра встаю и готовлю, просят кашу, готовим кашу. В остальном все так же, что-то вот на чай жена готовит. Ну и в выходные там можем обычно или мясной пирог, или пирожки. Вот. Сегодня у нас есть пичмак, вот, татарские пончики и знаменитый татарский чак-чак. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Вероника, тебе слово. Надо было сказать, что типа, а мы продолжаем завтра. Да. Саживайтесь, попьем, чаю попьем. Так. Она не успевала конфеты. И завершаем наш утренний эфир, конечно, музыкальной композицией. Но сегодня у нас в прямом эфире. Итак, Катя, музыку в студию. Друзья, а мы завершаем наш эфир и, конечно, завершаем ее красиво, музыкально. Я рада представить вам руководителя народного фольклорного ансамбля «Потеха» Надежду Иннокентьевну Большедворскую. Надежда Иннокентьевна, доброе утро.
Все запланированные по моей части сюжеты были сделаны, и оставался большой вечерний концерт, который также транслировался в прямом эфире. Надо отметить, что выход в эфир и начало концерта было намечено на 18:00, но для подстраховки сбор зрителей был объявлен на 17:30. Каково же было наше удивление, когда в 17:30 зрительный зал был уже полон. Чтобы сгладить ожидания до прямого включения, я вышел на сцену для разогрева. Вы видели, что утром было? Такая вьюга рядом вообще, на самом деле, это загрузил, такого ветра не видел. Вот, но тем не менее сейчас уже светит солнышко, и наше небо ясное. Хотелось бы подарить вам музыкальный подарок, пожалуйста. Спасибо большое, спасибо. Сейчас мы не только хлопаем, но очень громко кричим, потому что мы, кажется, пишем звук еще. Готовы? Итак, Алекинск, приготовились на счет 3. Раз, два, три! Классно, классно, спасибо большое. Сейчас в Национально-культурном центре «Гармония» прошел концерт «Весна» на НВК. Были замечательные местные коллективы. Но где-то примерно чуть больше половины концерта было в прямом эфире. Но затем стала подводить связь, и поэтому прямой эфир прервали. Но, тем не менее, была сделана полная запись всего концерта, и в ближайшее время по приезду будет повтор на телеканале «Якутия-24». И можно будет снова посмотреть этот замечательный концерт. Ну, а мы говорим спасибо большое всем коллективам, которые участвовали в этом концерте. Все танцевали, выступали сольно, выступали, пели и целыми группами, коллективами. И каждый номер был очень-очень хороший. Но сейчас нам предстоит добраться до гостиницы, собрать вещи. И завтра с утра мы выдвигаемся в город Якутск. Испытано на себе. Это были очень продуктивные 2 дня, которые мы провели в Алекминском районе. В целом командировка длилась 4 дня, 2 из которых мы провели в пути. Уже на обратной дороге ощущалось быстрое приближение весны. Из-за дневной плюсовой температуры некоторые притоки давали большое количество воды.
Пользуясь случаем, мы в полном составе заехали на Ленские столбы, где сделали фотографии и зарядились величием скал. Испытано на себе.